Тамада, кедр он. Ну вот я не тамада. Я самый красивый, я самый сильный, я самый спортивный и так далее. Ты чувствуешь себя не ведущим, а клоуном. За 1 час как-то раз сработал полтос. Вы ужасно провели этот праздник, сказала она мне. Я посмотрел ей в глаза и сказал, забери обратно эти ваши деньги. А хотел бы себя попробовать в ММА? Посмотрел на меня и сказал, хочешь стать звездой? Гриша, коронкалая ханарминдир. И там стоит вывеска. Сулоц. Он пьяный был? Их авторитет зашел и сказал, вот, кто это? Кимняйбу. И там, конечно же, началась потасовка. Потом я убрал микрофон, и ему через зубы. А он уже все, он уже поплыл. Он стоит там, на меня смотрит весь красный. А у меня после этого видео, наверное, лохкая толеролы, да? Всем привет, это подкаст Амары Стоп, и сегодня мы записываем подкаст с топовым ведущим Бориславом Степановым. Борислав, привет. Привет. Расскажи свою историю, как ты стал ведущим? Для начала приветствую всех гостей этого прекрасного канала. И, конечно, наша история, и моя история именно как ведущего начинается с далекого 2015 что ли года. В те времена у нас была команда КВН, Волотар называлась. Слышал, да? Да, Айхан там участвовал. Да, Айхан тоже был одним из организаторов и основателей той команды. И мы еще были вайнерами в то время. Фрики Джокс. Фрики Джокс, ага, мы в том подкасте разговаривали про это. В общем, как правило, каждый КВНщик в те времена были ведущими. Мы смотрели на них, и наши параллельные команды КВНщики, Юрка Романов, Ниргустан Николаев, они начали вести мероприятия. Мы смотрели на них, и тоже у нас образовалось такое сильное желание стать ведущими, получать за эту хорошую работу деньги, денежку и так далее. И вообще мой первый заказ, наверное, был таким каким-то историческим для меня, потому что если бы этого заказа не было, то я вообще не был ведущим. Почему? Потому что, там сделали какие-то формы, костюм нашли, откуда-то костюм заказали, там команду поставили. Сначала хотели вообще быть ведущими именно всей командой. У нас в команде было 6 парней, таких озорных, молодых, энергичных. Сначала так хотели, но поначалу мы с кем? С Кишпаном Новгородом, с Иннокентием Новгородом. Его знаешь? Знаю. Он сейчас организатор, прям отличный организатор таких концертов. Работал с Равой, с Кенджибегом Нурдалдай, Аха, Эрхан и так далее. В общем, с ним мы договорились с одной группой студентов. Это был выпускной банкет именно студентов финансово-экономического института. Я там учился, и это была наша знакомая девушка. Она была старше нас на 2-3 года, что ли. Попросила, и были трудности. И трудности были в следующих аспектах. Во-первых, это был вообще наш первый заказ. И во-вторых, заказ должен был проходить чисто на русском языке. Но в то времена, вот видишь, да, такие пасхалочки уже тоже остались. В общем, мы, ребята все с деревни. И моя деревня была такая прям конкретно Сахалар, Уран-Хайдар и так далее. Это откуда ты? Село Ой, Немегюн, Сахангаласского района. Но это то место, там, русский язык учат на якутском, русская литература тоже. Если там начинаешь что-то говорить на русском языке, я думаю, корк, что ли, такого, там тасили нас. Мы очень сильно волновались, и где-то в день мероприятия или за один день Кишпа мне звонит и говорит, тебе, братан, я уже забыл причину, но он отказал мне. Я думаю, сильно волновался, и там на попыхах начал искать второго соведущего. Все мои отказывались. Там кто был? Там Айхан был, там Асен Тарасов был, там еще Степа Константинов. Все ребята тоже не с хорошим таким русским языком, не словарным запасом и так далее. Я уже немножко начал искать пацанов с других команд. Один отозвался, был старше нас на тоже 2-3 года. И я у него спрашиваю, он на русском как общаешься? Он говорит, да, вообще русский же, давай пойдем, Дир.
Ну ладно, пошли. Там уже все гости собрались, там аппаратуру, не знаю, откуда нашли, поставили там и так далее. И, конечно, первые там выученные слова мы сказали, но я начал первым, типа, добрый вечер, дорогие дамы и господа, сегодня вот так и так, первые ха-ха-хи-хи пошли, и следующим очередь доходит до моего соведущего, он тоже открывает свой рот, и сразу в первом предложении у него там, ну, слишком жесткая грамматическая ошибка была. Я не помню, где, либо в окончании предложения, либо где-то в местоимениях. И сразу там образовалась конкретная тишина. Они начали вот поглядывать друг на друга, и мы уже чувствовали на себе эти томные взгляды. Потом, ну так как, еле-еле там провели. Уже жестко было, сложно проводить. Уже не смеялись, и там холодный пот, уже волнение. И после этого подошла ко мне девушка, которая нас заказывала. После 40-50 минут где-то сказала, типа, ну, Борислав, спасибо за этот вечер. Вот, держите конверт, и мы больше в ваших услугах не нуждаемся. Минус мораль пошла. Да, минус мораль, сразу дизмораль. Я-то думал, ну, ведущий тамада, это же вообще легко, там нужно просто говорить, а оказывается, на самом деле нет. И мы получили наши заветные там, сколько? 6 тысяч, что ли, на двоих, типа, по 3000 рублей, а вот час 1000 рублей было. И это какой, что за мероприятие было? Это банкет студентов финансово-экономического. И после этого, ну, у меня, как обычно бывает, я всегда стараюсь делать любые дела до конца доводить, и если делаю, то должен делать качественно. Ну, такой принцип по жизни есть. И после этого заказа я пообещал себе, что я должен стать каким-то прям крутым ведущим и забыть про мой первый опыт. Но после этого дня, вот после 2015 года, я где-то 2 или 3 года вообще не брал русскоязычный заказ. Вообще лох. Там говорят, там 150-200 людей, аппаратура, все есть, экран есть. А на каком языке надо вести? Говорят, типа, на русском. О, извините. Извините. Чего такого. Ну, вот первый заказ был такой. А первую свадьбу помнишь? Первую свадьбу? Ну, одна. Ага, помню, оказывается. Вот с Кишпаном вели. Знаешь, там банкетный зал же был, Ленские столбы. Не знаю, сейчас они работают, не работают. Под Дзержинского где-то. А, не. Хандратуроль, водоканал дикий. Под Дзержинского же? Под Дзержинского было, да? Да. Ну, там сколько людей было? Там людей где-то, ну, порядка 50 гостей. Мы вообще молодые, конкретно молодые. Мы вообще не осознавали, что у нас там происходит. Это в 15-м году? Да, тоже 15-й год был. Якутская свадьба этих ребят из северных улусов. И были такие гости, которые, знаешь, жесткие, типа, тамада, кедр он там. Нормальный Red Hot Bar, типа такое там гнали на нас. И мы начали с 5 ровно, вот я там точно помню это. И мы закончили первый стол где-то в 6 часов. И подходит ко мне этот бабушка невеста, и говорит: вы что, ребята, что за ведущие? Типа первый стол закрыли через час после начала праздника. И потом мы там, даже не осознавая того, мы сделали у них там 3 или 4 блока. Ну, типа, сейчас это модно же, а в то время этого вообще не было. Может, оттуда это у тебя пошло, то, что ты 3 блока делаешь? Ну, может быть. Ну, на 3 блока легче же проводить свадьбу. И легче вообще вот к восприятию гостей там. Но если, ну, летом у нас очень сильно жарко, поэтому если сидишь 2,5 часа, то прям потеешь сильно. Ну и зимой то же самое, там 2,5 часа сидеть. Ну, мне не в кайф. А в КВН вы какое место заняли? Это больной вопрос. Мы играли в КВН 2013 года. Вот мы, кстати, вот тут жили. Все, вот Айхан там и так далее. Я первый раз, наверное, был ведущим именно вот в этой общежитии. В СУФУ. Да, здесь вот в СУФУ. И Айхан тоже вот снимал первые свои кадры именно здесь. Асен Тарасов тоже. Мы играли с 2013 года и всегда... Ну, там фестивали выигрывали несколько раз, но до финала, если доходили, то у нас там... Мы проигрывали всегда этим. Куярковы, Хаманты. Это кто? Это Боб Тимофеев, это Хепс, это Кеша Хобу и Эремей там, Коля Кенга. Ну, они прям были жесткими, потому что, во-первых, ну, они представляли Республику Саха-Якутия. Ну, и сейчас, если подумать, у них артистизма было побольше, и багажа этих знаний, и плюс багажа, наверное, шуток.
они были выездными. И, наверное, смотрели там на некоторые шутки неизвестных команд, потом сюда и типа показывали. Ну, может быть. А так молодцы парни. Когда ты вылаживаешь запрещенную социальную сеть в России, в Инстаграм, свой график вот, забитый, у тебя постоянно все забито. Как ты вообще с таким графиком выживаешь? Ну, как сказать, можно это завуалировать одним словом, и это слово называется ремонт. Но все равно силы находишь, и ты должен, ну, пока ты молодой, пока энергичный, ты должен кормить семью, ты должен, как сказать, ну, зарабатывать там и так далее. И поэтому, ну, мне не трудно. Это работа, и воспринимаю как работу, и, конечно, должен эту работу делать до конца. А вот на себя время хватает, на семью? Да, ну, в определенные дни, конечно, в будние дни. Но зато хорошо, наверное, гуляем. Ну, времени, допустим, ну, в летнее время, да, чуть-чуть не хватает больше. Иногда жена жалуется. Ну, типа, никуда не ходим и некогда. Да не всегда, конечно, но вот бывают такие сезоны, когда вообще вот в декабре, например, там ты начинаешь с 10 чисел и заканчиваешь вот 30-го. После 30-го вот, у тебя утром репетиции, потому что у нас концерты же есть, вот культур, мы на гастроли ездим. И ты уходишь на заказ, на корпоратив, с 5 начинается до 11 туда, и после 11 у тебя там писанина происходит тоже до утра, до 6, до 5 утра, потом приходишь, засыпаешь, и так по кругу до 30-х чисел. У тебя же куча еще других проектов. Расскажи подробнее, какие проекты. Ну, по проектам с прошлого года тоже пробуем на себе YouTube формат YouTube канала, снимаем, берем интервью ну как было сначала? Сначала брали интервью у именно участников игр ДГНа, наших легендарных национальных видов спорта. И ну, как сказать, вообще интервью брать оказывается очень сложно. Это очень сложный жанр, оказывается, потому что мы берем интервью где-то на протяжении вообще общий хрон у нас составляет 3-4 часа, и вот это не как делать фильм и клип, потому что ты же можешь там просто нарезать и красивые картинки, а если делаешь интервью или вот подкасты, ты должен все слушать досконально. После этого там перебить на темы, и после этого тоже все прослушивать, резать, там отрезать и так далее. Да. Но сейчас в Ютубе у нас сколько подписчиков? Где-то 11 тысяч набрали за 1 год. Но мы не такие какие-то вот жестко работоспособные. У нас, наверное, больше на каких-то... Но очень креативные ребята собрались. И иногда у нас бывают моменты, когда у нас вот музы нет, и все, типа вдохновения нет. Типа не хочешь там монтировать. Потом это вдохновение, ну как ты, наверное, тоже знаешь, через неделю приходит. В один день ты прям вот герой, во второй день уже, потом. И сейчас тоже вот на игры ДГН готовимся и немножко хотим расширить. Ну вообще создать хотим такой медиа-проект, который будет включать в себя именно не только интервью, а вообще вот какие-то интервью со спортсменами, с известными личностями, вообще с неизвестными людьми, но с хорошей и очень ответственной работой. И какие-то вот проекты именно юмористического характера. На этом же канале будет? Ну, тоже под вопросом. Там Эрчевен Петров все решает. ДГН Лайф, да? Так вот, канал называется сам Борислав Степанов, но вот эта передача, называется плейлист ДГН Лайф. И если не спортсмены, то Дархан, типа Дархан, ДГН Дархан, типа такого. А ты сам монтируешь это? Ну, в основном я делаю рыбу. Эта рыба — это у нас черновой вариант. Я там делаю резки именно по темам делю и, наверное, наставляю их в каком-то логическом варианте, порядке. Вот на свадьбах ты еще постоянно снимаешь и потом делаешь типа ролик такой и выкладываешь тоже в ту же запрещенную сеть. И как ты научился вот монтировать? Я удивляюсь этому. Да, про монтаж, ну, не знаю, мы, когда вот были студентами, у нас была такая активная группа соседей, наверное. В те времена, ну и сейчас, наверное, тоже есть, в ЗФУ был такой мини-лагерь для студентов, называлась
на школа актива. Мы ее посетили вместе вот с Айханом и так далее. И после этой школы мы как-то начали в себе развивать свое творческое начало. И у нас не было вообще ни камер, ничего. И мы пытались там снимать что-то на телефоне сначала, потом типа, пытались на монтаже добиться каких-то очень хороших переходов, там телепорты и так далее. И я помню, я вообще не шарил в теме, в то время не было Adobe Premiere, по-моему, был Vegas Pro. Vegas Pro, да, вроде? Да. Я Айхану говорил, типа, давай, Айхан, сделаем, типа, момент телепорта, эффект телепорта. Типа. Человек прыгает, там появляется дымок, и с этой стороны, вот с правой стороны нашего кадра должен появиться этот дым тоже снова, и человек. Типа. Я просто логически понимал, как это все будет выглядеть, рассказывал Айхану, и Айхан, как уже он знал эту программу, и он делал на нем. Мы там очень много пытались сделать именно на хромакее, там на таймлапсах, на этих. Снимали смешные ролики, и из-за этого вот начали снимать вайны, наверное. А вы снимали на телефонах? Ну, некоторые на телефонах снимали, и уже у нас только Айхан монтировал. И в какое-то время у Айхана не хватало времени, и уже мне пришлось там научиться этому монтажу. И ты там научился? Наверное, там больше. Но это в детстве тоже, типа, муви-мейкер был же. Там пытался что-то сделать. Вообще не знаю, что-то меня там, просится душа, знаешь, что-то сделать, что-то смонтировать. Ты бы хотел стать видеографом? Видеографом не знаю. Видеографом работать очень трудно. Я просто знаю, как вы работаете, с утра до вечера. Плюс вы должны весь день снимать, вообще вот на протяжении 12, как минимум 12 часов. И после этого вы должны дойти до дома. И в хорошем, в идеальном варианте вы же должны прям той же ночью смонтировать и отправить. Кайка. Не знаю, это очень трудно сделать. Какой формат свадеб тебе больше нравится? Моя идеальная свадьба, давай лучше, да? Моя идеальная свадьба — это когда есть очень много звука, когда есть экран, когда есть координаторы, организаторы свадьбы, потому что это вообще, как сказать, облегчает работу всех подрядчиков на этой свадьбе, И я хотел бы, чтобы свадьба была тоже разделена на 3 блока. Первый, типа, классический для родственников, второй для родителей, немножко такой игровой, и третий вообще вот фестивальный. Конкретно все столы убрать, там плов, там чипсы, вот эти, там... Концерт, да? Да, концерты, и вообще стоя вот третий стол. Но такие свадьбы, они запоминаются. Так твоя прошла. Да, так моя прошла. Но никто не запомнил, потому что все были этими, пьяными. Вот у друзей спрашиваю, у всех спрашиваю, типа, братан, типа, как наша свадьба прошла? Они говорят, вроде бы классно, и я не помню. Но у тебя же разбор целый выходил. Разбор, пытались там помочь для будущих молодоженов, что откуда купить, что за сколько, там и так далее. А какую ты бы хотел провести свадьбу? Какую провести? Я бы хотел провести, знаешь, свадьбу для вообще конкретно активных молодых людей, которые не имеют никаких предрассудков. Но вообще вот по поводу того, что скажут их родители, что скажет там, не знаю, тетя Валя, там соседка вот с какой-то деревни и так далее. Я бы хотел, чтобы жених и невеста были заряженными, как бывает вот на других свадьбах. Смотришь, типа Reels, там шортс показывается, вот. Там выходит, вот жених сразу начинает танцевать, и сам выходит. И там друзья подключаются. Несколько пар движений сделали, и вообще зал орет. Это ж фурор конкретно. Но я бы хотел работать на такой свадьбе, наверное. Как ведущему проводить свадьбу на 300 человек одному? Лучше, наверное, сразу обратиться за помощью с организатором. Но они прям очень сильно нужны. Во-вторых, очень хорошо составить тайминг.
с таким количеством людей работать, в принципе, хорошо для ведущего, потому что если у тебя много гостей, то много зрителей. Да? И если у нас, вообще у человека есть такой стадный режим, когда смеется твой сосед, ты тоже смеешься. И поэтому вот такое количество работать легче, именно как для ведущего. А именно для свадьбы, по поводу вот сценария, там, каких-то вот этих таймингового плана, сценарного плана, то там уже трудновато нас 300 человек. Потому что кто-то говорит очень долго, кто-то не подходит и его ждут, кто-то типа вышли фоткаться, а там типа нет Убай Баски. Убай Баска вышел покурить. И там 35 человек стоит и ждет его. Олеген, обязательно нужен организатор для таких больших свадеб. А вы вот с организаторами вместе составляете тайминг? Как вообще ты тайминг составляешь? Программу, точнее, не тайминг, программу. Программу, у нас, у меня есть вообще вот первая обязательная встреча очная. Там мы общаемся именно за 3-4 месяца до свадьбы. Спрашивают, сколько гостей там, какую свадьбу хотят. Все записываю, отправляю им попрошайку, и они заполняют мне, заново отправляют, и за месяц до мероприятия, до праздника, до свадьбы или так далее, мы с ними уже общаемся через FaceTime, там WhatsApp-звонки и составляем тайминг. Они мне отправляют, сколько гостей будет, сколько групп поздравляющих, какие артисты, сколько их, торт, танцы какие будут и так далее. Все они мне отправляют, я все это изучаю, анализирую и делаю им для них тайминг, свой тайминг делаю. У организаторов есть свой тайминг, когда вот типа первая горячая, вторая горячая, третья едут. А у меня есть свой тайминг, именно по поводу конкретного сценарного плана. Им отправляю на редактуру и вообще на ознакомление. Они мне подтверждают этот план, и после этого уже по такому плану мы составляем наш праздник. А как ты привносишь в свою программу новые шутки? Откуда ты это берешь там? Новые конкурсы, все такое? Новые конкурсы, как бывает? Новые конкурсы — это в основном, если сейчас посмотреть, это давно забытые старые, хорошие старые. Я периодически мониторю за ведущими Российской Федерации, за заграничными ведущими и пытаюсь адаптировать их под якутскую публику. Под наш менталитет. Да, под наш менталитет. Но есть конкурсы, которые мне нравятся, прям конкретно нравятся, но я просто боюсь того момента, что не понравится гостям. Гостям. Ты пробовал когда-нибудь? Как сказать, перед каким-то сезоном я всегда коплю игры и на каждом празднике пытаюсь выстреливать по одной новой игре. И слежу за реакцией зала. Если заходит, там на процентов 60, то я докручиваю. Если не заходит до 50%, если половина зала вообще не смеется там или так далее, то выбрасываю, выкидываю этот в мусор сразу. Но так, очень много игр смотрю, старые, новые, там какие-то YouTube-каналы, YouTube-проекты тоже смотрю, пытаюсь сделать под наш формат. Но у нас технологий тоже мало. Вот по поводу, у нас некоторые экраны вообще очень старые, которые вообще не поддерживают. Через Discord, вообще просто через Discord невозможно зайти на этот LED-экран. А через Discord есть очень много экранных конкурсов. Я в прошлом году пытался это сделать, ни у кого не получалось. А в этом году, Артур Дудкин мне сказал, он купил этот очень хороший передатчик, который на телефон, садится. И надеемся, что в этом Не пробовали еще? Пробовали, в марте попробовали, но там передатчик был на 6, что ли, метров, и после 6 метров уже картинку не передает на этот экран. А сейчас он сказал, что купил новый сильный усилитель. До скольки ты максимум проводил свадьбу? До скольки дней именно по времени, да? По времени когда-то в начале своей карьеры, в середине своей карьеры, в 2018-2019 году, что ли, мы ездили в Татинский улус. Прикинь, Татинский район, там все местные ребята. Наша свадьба была в шатре. Свадьба началась где-то в 4-5 часов и закончилась где-то в 2 часа ночи. И ты там претензий не скажешь, потому что ты гость, ты никуда не уедешь и не пойди.
Они пытались наливать там и так далее. Еще у меня принцип есть вообще не пить. А ты не пьешь? Никогда. Просто у нас был один плохой опыт. И после этого, я почувствовал на себе, и нафиг надо делать. Какой опыт? Это тоже в начале карьеры, 2015 был в январе, точно не помню, времени скажу, но там был какой-то корпоратив. Корпоратив, и были ровесники наши. Были ровесники, мы тоже вышли с командой, там у нас было 4-5 человек, парней-КВНщиков. Ведущих? Да, еще? Типа ведущих. Один диджей, топер бар это, и 4 вот таких моих ребят. Там программу сделали на 2-3 часа, им все понравилось. В те времена мы были немножко, наверное, жесткие шутки, кто острый, негодяй острый был в голове. Им все очень понравилось, и вот пацаны, вот те гости нам предложили, типа, давай, парни, оставайтесь, прикольные, там, познакомимся еще поближе, там, и так далее. Познакомились. Это мы двое из нас остались, двое уехали. Мы остались, начали, типа, вместе с ними тоже гулять, там, танцевать, и в какой-то момент, знаешь, бывает же, вот, у незнакомых компаний какой-то вот прям знакомый их авторитет зашел и сказал, вот, кто это? Кимняй бы. И там, конечно же, началась потасовка. И, на утро мы очень сильно кринжовали по этому поводу. Нам еще, типа, выписывали штраф какой-то, что-то разбили, там, какую-то посуду там и так далее. Заплатили, и после этого я тоже себе пообещал, что вообще ни разу в жизни я не должен оставаться вместе вот с этим. Потому что твой авторитет как ведущего теряется сразу. Где ты уже становишься для них вот наравне. На все. А на сколько человек максимум ты проводил свадьбу или мероприятие? Мероприятие, наверное, если брать корпоративы, концерты, да, на концерты типа, да, 3,5-5 тысяч людей, это, наверное, не считается. Максимальная свадьба, наверное, была где-то порядка 350 человек. Где это? Ой, этих аннетани? В белых ночах 320, типа такого. И вообще огромное количество людей было. Мы проводили корпоратив, новогодний корпоратив в селе Сунтар, Сунтарского района, тоже 2019, что ли, год был. Сеть магазинов называется Татуина. И там было гостей где-то порядка 700. Ты один был? Нет, мы вдвоем в паре пошли, с Кишпаном вроде. С Кишпаном. Жестко там, в чем загвоздка была? Загвоздка была в следующем. На такое огромное количество человек, с 5 до 12 вроде по временному отрезку, и без алкоголя вообще. Да? Ага. Ничего себе. И там уже устали, очень сильно устали. И почему-то основная часть сидела все равно просила до конца. Серьезно? Почти до 12 сидели. Наверное, из-за розыгрыша там крутые призы, подарки были. Но так было сложно, это тоже один из сложных заказов. Но у меня вообще в истории есть 3 таких конкретно сложных и плохих, ужасных заказов, наверное. Это первый, который я тебе рассказал, это мой первый заказ. Хочешь услышать историю вот именно ужасных заказов? Давай. Второй по сложности заказ был у нас в 2018 что ли году. Проводили вместе с Айсеном Тарасовым. Не хочу говорить, где и когда это было. Но, в общем, там отец один из молодоженов сильно напился. Вообще заранее мероприятие. И там, очень часто почастил вот со своими подходами. Говорил там, что-то спрашивал, с чем-то недовольным всегда был. Мы просто вот слышали, но его не слушали просто. И в какой-то момент он немножко так... обнаглел? Да, обнаглел. И мы пошли за суперпризом. Заходим, и там, мы несем этот суперприз, он подходит ко мне вот сзади и говорит, типа, да, брат, хантан жарит ининдир. Откуда ведь? Я говорю ему, типа, не могу индивин, хангаласпун дивин. Он это, не могу галяк паджанар бутуди. Просто на ровном месте, Я уже не... Это какой час был? 4-й час, праздник. 3-4 час он меня вообще заколебал на протяжении данного праздника. Но я ему, взял за галстук взял, немножко потянул к стене и ему сказал,
Еще раз. Ну, еще раз так скажешь или что-то такое выкинешь, я уеду, говорю. Я уеду, и ты будешь сам ведущим на своей свадьбе. После этого к нам не подходил. Но это было, конечно, ужасно было смотреть. Конечно, на реакцию молодоженов тоже. Было больно. Он пьяный был? Он пьяный был. Наверное, на следующий день он вообще ничего не помнил. И такой один из плохих заказов. Вообще, вот выпускные банкеты, ты снимал их? Да, снимал. Они сложнее, да, чем некоторые праздники. У нас был, короче, один банкет, но он как был? Он был подозрительно таким вообще легким, на стадии именно переговоров, обсуждений с родителями. Они все нам разрешали, типа мы там что-то предлагали, какие-то... Да, конечно, говорили. И в конце этой встречи они сказали, вот, слушайте, ребята, хотим сказать, что наши дети, они сложные ребята, там, они могут не слушаться иногда, там, они могут сказать... 11 класс? Да, 11 класс. Они могут сказать что-то там, ляпнуть могут. Ну, мы сказали, все родители так говорят, мол, и ваши, наверное, то же самое. Подошли в этот банкетный зал, и там вторую странность мы встретили. У нас родители были в другой комнате, а выпускники были тоже в другой комнате. Короче, разделенный праздник. И они, типа, на первом этаже родители сидели, на втором этаже были выпускники. Мы сначала удивились, но работа есть работа, начали работать. А ты с кем был? С Тарасом. Все мои плохие почти с Тарасом. У нас были какие-то шутки, короче, выученные заранее. Где рабочие шутки наши. Рабочие шутки сказали в пару. Я первый сказал, Тарас второй там добавил. И там было сколько ребят? Где-то порядка 30 выпускников. И один первый, самый наглый, наверное, самый крутой атаман из них сказал, типа, вы думаете, что это смешно? Нет. И там сначала пауза такая, мили-пауза, 1 секунды. И после этого все выпускники начали смеяться. Антон Кюллер. Я там тоже пытался отшучиваться. Мои шутки тоже не заходили. Вторая не зашла, третья не зашла. Мы уже там Тимирян Керембар. Смотрю на Тараса, чтобы он добавил, да? А он уже все, он уже поплыл. Он стоит там, на меня смотрит весь красный. Плюс очень жарко было. Так, потом там сделали разделение там на команды, там пытались как-то разогнать нашу публику, но очень сильно не получалось. Потом что было? Они начали материться, вообще начали проявлять все неуважение к нам, типа вы не авторитеты, вы для нас никто там и так далее. После этого одна из именно выпускниц вытащила то ли вино, то ли что, какой-то алкогольный напиток, и начали там прямо у нас на глазах наливать себе. И начали типа тосты говорить друг другу, и начали выпивать. Ничего себе, подумал про себя. Но мы вообще не могли ничего сделать. Они вообще не слушались. А вы родителям сказали? Я уже где-то... Мы закрыли первый блок. Я подошел к родителям и сказал, типа, там давайте соединим наш праздник. Но я не сказал, что они там сидят, выпивают. И еще плюс после этого там тебя обругают. Типа это пахай быки туга биттен. С родителями вместе законнектились, соединили эти праздники, и в принципе продолжение праздника уже прошло на хорошей ноте. Нормально, да? Ага. Но после этого заказа я еще 1 год я пропустил. Но следующий год выпускные я не брал. И корпоративы ужасные проходят тоже. А вот ты сам не конфликтный человек же, но в принципе конфликтные ситуации бывают, оказывается. Еще были какие-то конфликтные ситуации? Конфликтные ситуации были, когда мы только начинали, наверное. Потому что это в силу того, что если дешевые ведущие, не ценится, что ли, или что? Они там очень многие, кто подходили там, спрашивали тоже, брат, откуда? Брат, почему я не сказал слово? Брат, почему ты меня перебил? Там и так далее. На корпоративах очень часто такая картина появлялась. Тоже в 20-х где-то годах. Мне один человек сказал,
тоже директор, ваш конкретно директор, генеральный директор, ну тоже не хочу называть предприятие. А у меня после этого видео, наверное, какая-то лерола, да? Да ладно. Короче, сказали, в конце праздника, это уже был конец, где-то ближе к 11 часам, он взял в руки микрофон, типа поблагодарил всех своих сотрудников, типа вот молодцы там и так далее. Посмотрел на меня, в мою сторону, и говорит: Гриша, коронкалая ханарминдир. Ну, типа, я не понял, я не расслышал ее, что он сказал. Переспрашиваю, что говоришь? Гриша, агыкада. Типа, короче, начал гнать на меня по поводу вот фильма «Сулузди», который я вообще ненавижу. Потом поговорим. И начал гнать на меня. Я тоже, взял микрофон, там что-то отшутился раз-два и закрыл мероприятие и уехал. После этого. Нахрен надо, не надо. Но бывает, да, такие эти. Все равно бывает. И сейчас либо в силу возраста, либо что, когда ты ведешь мероприятие в последнее время, вот за последний год, часто начало появляться такое чувство, когда ты чувствуешь себя не ведущим, а клоуном. Я вот спрашивал тоже у парней, коллег своих по цеху. У Саида там спрашивал, там и так далее. У Нестера не спрашивал. У Нестера пока нормально, наверное, потому что он моложе Насти. И Саид тоже говорил, типа, да, вот есть моменты, когда я чувствую себя клоуном. И, хотелось бы, по идее, поменять род деятельности, вид деятельности. Бывают такие заказы, когда говорят: тамада, там, онны генера, туалет ханнари. А ты как решаешь, как реагируешь на это? В последние 3 или 4 года я вообще это не пропускаю через себя. Просто абстрагируюсь, и у меня такая тактика. У меня фишка есть, как фишка. Я становлюсь свояком, когда у меня есть микрофон, со всеми гостями, настоящим нахожусь. А когда у меня микрофона нет, я пытаюсь абстрагироваться вообще от происходящего, от гостей там и так далее. Когда гости подходят, я типа ближе к ним не стою. Обязательно с дистанции. Если там, помимо заказчиков, конечно же, если там подходят какие-то, со всеми этими расспросами, вообще не по теме, то пытаюсь отвечать там быстро, четко и холодно, чтобы дальше беседа не возникала. А между гостями конфликты, когда происходят, ты вмешиваешься? Я вот помню, в прошлом году, помнишь, видели какой-то, даже не гость, а кто-то зашел и начал что-то качать жениху, чтобы он убрал машину или что-то такое. Вот что ты делаешь? Ты там заступился вроде. Да, я заступился. Но это жесткий же этот момент был, да? Свадьба только-только началась. Это очень хорошая пара была, как я помню. Классные ребята такие. И гости такие тоже на веселе были. И вдруг зашел сосед Идилии, там чистый дом или Тора Варбетта. И у них обязательно бывают такие конфликты, как говорил администратор этого заведения Идилия. И этот человек зашел. Сначала он крикнул же вообще у двери, крикнул: чья машина стоит, там уберите, эй. Потом я оборачиваюсь на Айс или Костя там стоял. И говорю, типа, музыку погромче сделай, а я там делаю интерактив какой-то, хожу по залу. Вот я не обратил на него внимания, потому что у нас были организаторы, координаторы свадьбы. Потом что-то общаюсь с залом, общаюсь, и почувствовал момент тишины, когда шутка не зашла. И подумал про себя: ничего себе, почему не зашла шутка? Оборачиваюсь, а там на самом деле стоит, вот у центрального стола стоял этот мужчина, облокотившись на стульчик невесты. И что-то качает. Он держал это, вообще конкретно жестко держался, сильно держался, с сильным хватом и говорил: машину уберите, или я не уйду. Потом я пытался отшутиться именно в его адрес. Шутка заходила, но этот человек не реагировал. После этого я подошел к нему,
сказал тоже в микрофон что-то, зал немножко посмеялся, а он не смеялся. Типа, он вообще не реагировал. Потом я убрал микрофон, и ему через зубы сказал ему несколько слов. Он тоже мне в ответ сказал. Ну, он, наверное, вот каждый раз у него так попадается или что. Ну, или у него был очень плохой день. Его, наверное, тоже можно понять, но это был слишком жестко было день. Потом нашли машину хозяина, которая перегородила ему дорогу. Нашли его и отправили. Ну и вот, а между гостями, когда такое происходит, или не происходило? Ну, между гостями... Ну, когда начинали, происходило. Когда начинали, были такие моменты драк. Я помню, мы с Джукой, с Джурасиком вместе тоже проводили свадьбу. Где-то в Фортунаду, Никаду, типа где-то там. И ко мне, ну, к нам гость подходил тоже на протяжении вечера, типа, что-то там маячил. И они там с Джукой вышли там поговорить вроде. Но я сейчас вообще стараюсь не вмешиваться. Как-то в микрофон говорю, и потом все равно же видно там самый авторитетный Убайка, ол Убайка бараган, говоришь, пожалуйста, там разрулить ситуацию. Они выходят, разруливают. А ты отказывался от свадеб? С прошлого года, да. Да? В чем причина? Знаешь, бывают заказчики, молодожены, которые не подходят вообще по атмосфере и вайбу. И ну, ты уже на стадии переговоров ощущаешь, если связь есть или его нет. Я говорю им одно, они говорят мне другое. Я предлагаю, ну, допустим, как бывает, я говорю условно, либо какой-то артист, типа, кого хотели бы посоветовать? Я говорю, типа, условно, кто-то. Они говорят, ну, типа такого. Это первые сигналы такие. Ладно, хорошо. Не стараюсь там вдаваться в подробности, потом, типа, предлагаю какую-то игру, ну, типа, современную, нормальную, по моему счету. Они говорят, и они предлагают, а что вы предлагаете? Говорю, предлагают там какие-то игры с бутылочками, с карандашами, там с какими-то переодеваниями, ну, типа, не знаю, вот с шариками, которые вот у груди там и так далее, и говорят, что это смешно. Но я в прошлом году вот в первый раз в жизни конкретно отказал вот во время беседы. Поговорили минут 20-30, и после этого сказал, ну, я не хочу тратить и ваше, и мое время, давайте на этой ноте, ну, с вами наши дороги расходятся. Они, конечно, ужаснулись, и как в качестве закона подлости именно в этот день ни единого заказа ко мне не поступило. Я отдыхал. Это какого-то... Ну, зато, наверное, завтра, послезавтра были. Ну, может быть, Свадьба, на которой ты выложился на все 200%, как ты считаешь? Ну, наверное, все свадьбы. Практически, наверное, все свадьбы. Потому что я стараюсь делать до конца все. Не бывают такие свадьбы, когда приходишь и... Нет, я имею в виду, прям ты гордишься, как ты отработал вообще для себя. Ну, я, наверное, такой человек, который... Вот жена мне всегда говорила, вот именно позапрошлом, что ли, году. Я приходил со свадьбы, и я всегда, вот когда после свадьбы езжу на своей машине и разговариваю сам с собой, типа, вот на этом месте можно было сказать вот это, было бы смешнее, типа, и ставлю себе оценку, типа, от 1 до 5. И заходила домой, и жена спрашивает, ну как свадьба? Да ничего, иди, нормально, иди. И она мне в прошлом году, что ли, сказала, ты никогда не говорил мне, чтобы свадьба прошла прям идеально. Отлично, да? Прям у меня пока, нет такого идеального плана, что ли. Не идеального плана, а такой формы идеальности я всегда вот пытаюсь достичь еще. Но может быть из-за этого. А так, конечно, если посмотреть со стороны, то все свадьбы, нет хороших, нет плохих свадеб. Уваровского свадьбу как провел, Алексей? Хорошо провели. Круто же вроде было. Я монтировал сам, но потом, когда вот дома уже монтировал, я же СДЕ на банкете монтировал, поэтому не видел особо, а вот когда дома монтировал, вообще так все круто прошло. Ну там очень активная свадьба была.
активной свадьбы, активный шафер. Это, наверное, первый шафер. Это Василий Захаров, мой тоже братишка. Он же как зашел, помнишь? Он сам в одного в соло прошел через гостей, всех гостей, через 200 гостей, и там танцевал в очках там и так далее. Ну, красавчик. А так, очень такая динамичная свадьба была. Чем ты отличаешься от других ведущих, по твоему мнению? Ну, как сказать. Вообще сейчас, наверное, у нас в мете или в топе по моему списку находятся именно ведущие КВНщики, которые были КВНщиками, где? Ну, эти Саид, Холовар Джука, Инди. Нестер тоже вроде где-то КВНил вроде. Да. Ну, если он из 26-й школы. Ну, отличия, не знаю, сказать очень трудно. Рост? Нет, конечно. Спортивное телосложение. Но, как сказать, не знаю. Мне вот в этом году одна моя заказчица сказала, что она побывала на нескольких моих праздниках, типа 4-5 праздников в том году, и сказала, вот ты тот ведущий, который болеет за праздник. И типа всякий раз проходит по-разному 9. Я посчитал, что это очень хороший комплимент. Круто, круто. Болеет за праздник. По поводу отличия могу сказать, что я не только ведущий свадеб, праздников там и так далее, я еще являюсь спортивным комментатором. И уже вот в этом году я в 5-й раз буду комментировать игры Дагына. И еще, мои отличия, я могу, если вы очень хороший, интересный человек, я могу у вас брать интервью. Наверное, вот самые такие отличия я как ведущего года. Ведущий и тамада, в чем отличие? Сейчас у ведущих есть, ты замечал, если им говорят, что ты тамада, они как-то воспринимают это не как комплимент, а как оскорбление. Я не знаю, из-за чего это, но я тоже воспринимаю это как нехорошие какие-то слова, как меня обзывают. Отличие, я считаю, что слово тамада, наверное, образовалось во времена Советского Союза, во времена СССР. И тамада — это тот человек, который делал праздник, как он делал. Он был координатором, он был организатором, он был декоратором, он был оформителем, он был ведущим, он был там диджеем там, и так далее. И сейчас вот весь спектр функций тамады разделили на несколько категорий. Уже есть собственная профессия координатор, собственная профессия организатор, оформитель, декоратор и ведущий. Но вот я не тамада, я ведущий. Все. Почему-то как оскорбление воспринимаем. Не знаю почему. В принципе, нормально слышится вот тамада. Раньше так много говорили, сейчас не говорят же, да? Сейчас, я постоянно поправляю. Я даже не замечаю. Говорят тамада, ведущий. Какая. Вы раньше часто проводили с сыном Тарасовым мероприятия. Почему сейчас стало реже? У нас ценник побольше стал. Это как было? Осознание перешло ко мне в 2020, что ли, году. Осознание того, что я, оказывается, могу работать один. И на русском, и на якутском языке. Потому что, в принципе, сам составляю сценарий, сам провожу игры, конкурсы и так далее. Рассказал Айсену, Айсен тоже воспринял. Сначала, конечно, не очень хорошо воспринял, но после этого сейчас он тоже очень хорошо работает. Он круто работает тоже. Или ты захотела работать с Нестеровым просто? Я с Нестером сколько? 2 раза проводили. 2 раза, да? Вообще у меня, наверное, был такой коллаб, наверное, почти со всеми. Да? С нынешними. С Джукой проводили, с Нестером 2 раза, с Саидом проводили. С кем еще? С Таразом вообще дофига раз. С Нестером работать было очень приятно в прошлом году. А с кем тебе было комфортнее всего работать? С Тарасом, наверное, да? Да, с Тарасом, потому что я его, я его учил, под себя учил, он меня учил, у себя какие-то плохие, хорошие стороны друг друга перебирали. Вообще Айхан рассказывал, я
я же вот говорю, я болею за мероприятие, и когда вот только начинали, Асен там говорил некоторые другие слова, которые я не хотел бы слышать на своем празднике. И Айхан, что ли, заснял этот момент. Короче, мы стоим в идиллии, тут центральный стол, и тут я стою. И тут, короче, гости вышли там поздравлять. И тут Тарас стоит, Асен стоит. И Асен там что-то сказал, и я через весь этот зал, всем своим видом демонстрирую на то, что Асен ошибся, и шепчу на него. И Айхан там угорал с нас. Айхан или Тарас? Как кто, как ведущий или как? Просто. Сложно выбрать из них. Ну, они вдвоем для меня лучшие близкие друзья. Я не могу выбрать. Ну, подкаст Айхана посмотришь? Все, ладно. Тогда Тарас. А с кем бы ты из ведущих хотел бы поработать? Из Якутска? Да. Из Якутска... С кем ты еще не работал? С кем я еще не работал, где? Ну, да я даже не знаю. Ну, я еще работал, оказывается, с Мирой Момой. Вот с Мирой Момой работать тоже одно удовольствие. Вообще. А так, ну, я даже не знаю. У меня, ну, когда-то в юности, во время студенчества я мечтала вместе работать с этим. Со своим старшим убайкой, с Менкером. Менкердах, Итахаджалартан. Хотел поработать с Менкерем, со Степаном Полядиным. Или вот с Шандор, Эркен, типа такого. А так вот вместе с этими, просто с тамадистами нет. Такого желания не было никогда. Твой топ ведущих? Топ ведущих. Ну, не в обиду, конечно, ведущим моим друзьям, но топ ведущих. На первые, вторые, третьи места разделить или вообще просто топ сказать? Давай разделим на места. Да. Ну, сначала скажу просто, какие ведущие думаю в топе, и после этого можем разделить. Ну, Сашка Нестеров 100%, Саид Григорьев и я. А то, ну, я бы мог поставить Юрку, Тараса. И сейчас молодые ребята есть заряженные. Это Панчик. Знаешь его? Панчик с волосами. Прям заряженный. И Далун Борисов. Они порвут в скором времени. Они нас сделают, наверное. А так, если на топ разделить. Но я некоторых парней очень давно не видел, как они ведут мероприятия и праздники. Но на первое место поставил бы, наверное, Саню. Ну, потому что чувствую, что он как будто ведущий не Якутска. Он как будто ведущий именно вот центра, центральной части нашей России. И когда он впервые пришел с Новосиба, вот недавно же, и мы с ним вместе тоже вели праздник, и он сказал, оказывается, в Новосибе ведущие вообще плохие, Дэвид. Да. Если бы вот все наши ребята пошли там в Москву покорять или там, мы бы преуспели в этом деле. Ну, топ-2, наверное, Саид. Ну, Саид Григорьев — это вообще тоже человек харизма. Это тот человек, который вообще не стесняется. Я вот стесняюсь, у меня есть какие-то моральные принципы и так далее, а Саид вообще юзает этот, да? Как называется вот эта штучка? Или с этими восточные танцы, танец живота. Ну, я бы такое не смог. И по уровню заряженности, ну, на третье место, наверное, поставил бы Панчика. Панчик. Но его сейчас многие не знают просто. И этот вообще тоже парень без никаких загонов. Он вообще очень такой позитивный, и у него, как сказать, он вообще не стесняется. Ну, ты попробуй, походи вот в Иккёле с такими волосами. Это очень сложно сделать. И он вообще, он кремень. А почему в Иккёле? А то он сам стат Иккёле. Да? Панчик. Вот и мы в этом месяце едем снимать, в июне. Еду снимать в ТАТ выпускной, и как раз он там ведет, сказали. Ну, посмотришь там. Но он среди выпускников, не знаю, а так вот я видел его, как он работает именно на днях рождения и так далее. Он находит общий язык и там делает свои вещи. Он заряженный. Панчик красавчики, не отбивка лада.
Но мне нравится. Но Саша тоже такой современный же, да? И Саид, наверное, он превознес в эту свадебную индустрию что-то новое, энергичное и драйвовое, динамичное. А до этого времени у нас свадьбы были какие-то, наверное, статичными, что ли. Типа все сидели, и мы фокусировались только на поздравления. А сейчас уже фокус свадьбы идет на какие-то вот кульминации на праздники. А теперь антитоп ведущих. Да? Антитоп ведущих-то. Там, знаешь, якутс такой маленький, он слишком маленький для антитопа якутского свадебной индустрии, потому что если я скажу, они увидят, потом обидятся, потом кто-то позвонит мне, скажет, это моя, типа, знакомая, это мой знакомый друг, брат, сват и так далее. У меня, по идее, была мечта в студенчестве, типа, не заказывать еду за бартер, а когда у меня будут деньги, когда я буду взрослым, я буду покупать еду, суши, роллы, пиццу и так далее, и буду уже конкретно по факту говорить, если еда вкусная, вкусная, если невкусная, невкусная. Но я пытался это сделать во время студенчества. Я там ходил по магазинам, что-то покупал и говорил, типа, это вот плохо, это вообще дешевая вещь, оказывается, они там где-то вот под столько стоят. И когда снимал и вылаживал это в сторис, мне звонили обязательно, типа мои знакомые, и говорили, это магазин моей сестры, что ты там делаешь? И я тогда осознал то, что якутс, оказывается, очень маленький, и нам нужна больше, наверное, нужна поддержка, чем критика. И мы обидчивые же все, критику не воспринимаем вообще. Что ведущий не должен делать? Ведущий не должен пить. Во-первых, это чисто мой принцип. На мероприятии, да? Не пить вообще. Не должен пить, это во-первых, и не должен ставить фокус на себе. Это тоже мое чистое мнение. Он должен именно фокусироваться на молодоженов, и все равно на свадьбе звезды не ведущие и не артисты, а звезды должны быть, самыми яркими звездами должны быть именно молодожены. Так что ведущий должен держать фокус на молодоженов. И в-третьих, что не должен делать ведущий, да. И в-третьих, он, наверное, как во время поздравительных речей там и во время какой-то активности не должен сидеть, наверное, в телефоне где-то в углу. Он должен быть, не 100%, а хотя бы на 85% вовлеченный на весь праздник. Чисто мои эти 3 правила. Меня всегда интересует вопрос у ведущих, как они настраиваются, вот если ты без настроения проснулся, либо вообще дни такие без настроения, а тебе вести нужно весело праздник. Как ты настраиваешься? Бывают такие дни, конечно, ведущий тоже человек, и бывают такие дни, когда ты вообще разломленный, ты разбитый ходишь. Стресс какой-то. Да, стресс какой-то, какая-то депрессия у тебя есть. И мы это осознали тоже с Тарасом осознали. У нас случилось какое-то горе, не помню какое, но после горя мы сразу пошли на праздник. И я настраивал Айсена, и тем самым я настраивал себя. И я говорил ему: Айсен, то, что ты заболел, или то, что у меня плохое настроение, или то, что я не покушал, не поспал сколько надо, это не вина наших заказчиков. Они нас купили, да, они нам заплатили, и мы должны оказать им свою услугу. Такое правило есть. А так, по настрою во время езды на банкетный зал, во время поездки я включаю, есть пару треков, которые, для меня проходит как медитация. И есть такой прием. Не знаю, это осталось от меня, наверное, от спорта. Когда никого нет, или я в гримерке, то я прыгаю. Бью себя там по груди, по лицу, немножко делаю массаж ушей, чтобы кровообращение было. Такая настройка есть. А какие песни? Какие песни? В последнее время есть песня Ирины Кайратовны «Отуздан» называется. Казахский рэп, да? Да. Это не рэп больше, а какая-то
такая отдушина, ну, медленная песенка. Ну, в прошлом году конкретно по этой песне гонял. Чисто после заказа и до заказа. После тоже слушаешь? После обязательно. Вообще чисто либо просто слушаю звук от шин. Открываю эти окна и в тишине вообще езжу. И доезжаю до дома, захожу, там жена уже привыкла. Я там тоже типа настраиваюсь. Несколько минут мне вообще ничего не говорю. Прошло нормально, хорошо. После этого сидим, кушаем. И после этого только начинаю общаться. И по поводу вот настроения хотел бы добавить то, что вот когда берешь в руки микрофон, это у нас проявляется как защита. Это как я придумал аналогию. В общем, вот, допустим, есть врач. Если он снимает халат, он простой вот гражданин, простой семьянин, там, отец, мать и так далее. А если она или он надевает халат, вот именно врачебный, то он становится уже врачом конкретно. Для ведущего то же самое, наверное. Если я беру в руки не только костюм, а микрофон, то я уже чувствую, входишь в роль. И Менкер мне рассказывал, ты должен, разделять. Вот представь, у тебя перед собой есть дверь, ты ее открываешь. Если ты переступаешь через этот порог, то ты уже становишься другим человеком. Был такой тренинг актерский, и я его придерживаюсь. Пытаюсь хотя бы. Чтобы ты провел шикарную свадьбу за границей или свадьбу на 50 человек тут в Якутске, но которые хотят именно тебя, и они зажигательные гости такие крутые, и все они хотят тебя? К моему большому сожалению, я бы, наверное, провел свадьбу за границей, потому что такой свадьбы у меня не было, такого опыта. Поехал бы туда вместе с женой, и там бы остались. А если в Москве? В Москве, вот когда-то был один запрос в Москву, и я остановил себя тем, что там вообще русские гости были, и я же все равно не носитель русского языка. Я все равно сначала думаю на якутском, после этого я перевожу с якутского на русский, и после этого говорю. И от волнения, как-то морально не подготовился. Это давно было. Морально не был готов к этому, и после этого отказал. Но сейчас, наверное, согласился бы в большей степени. Самый большой чек за мероприятие? За мероприятие? На свадьбах, на праздниках одинаково, на свадьбах беру одинаково. Сколько? 40. Я смотрел этот подкаст Сани. Саня мне говорил, типа, меньшую сумму сказал. Оказывается, у него 45. Но у меня на свадьбах 40, а так самый большой чек, на выезде, там 70, типа за один вечер. И за 1 час как-то раз заработал полтос. Типа. За час полтос? Ага, за час 20. Что это проводил? Там проводили, Саня рассказывал про Федора Миляника. Да. Я был ведущим именно пресс-конференции. И у нас, не как за 1,5 часа, а вообще я был информационным партнером тоже по социальной запрещенной сети Инстаграм. Ты там был. Ага. Круто, да? Познакомился с ним? Да, конечно, познакомился. И я там рассказал про свой вид спорта, масс-рестлинг. Немкова показал. Немков оценил. В общем, к Федору там организаторы тоже подходили, говорили, обязательно, типа, на какие-то темы общаться можно, на какие-то темы общаться нельзя. Но ребята были спортивные, и спортивные какие-то вопросы тоже решали вместе. А так в конце, тоже предлагали провести в Ирделе, там и так далее. Я просто, отказал по ряду разных причин. А самый низкий чек? Слушай, был один заказ, кстати, рядом со студгородком в школе. Я проводил где-то 2 или 3 часа именно школьный Новый год. И, как правило, в спортивных площадках школы обязательно очень плохая акустика. Вообще плохая акустика. Я им просил, ставить микрофоны на штативах, чтобы они от пола не этого. Они сказали да, и когда я подошел, все равно там колонки практически лежали на полу. Я что-то говорил, вообще ничего не слышно было.
Там договорились на какую-то сумму, не знаю, на 8, что ли, тысяч рублей. Это на 2 или 3, на 3 часа вроде. Да? И я провел, ну, свое время я отработал, провел, но там ничего не было слышно вообще. У детей вовлеченность, ну, практически нулевая. Дети, которые знали меня, они пытались хоть как-то активничать. Типа, Борислав Иджер, давай там, а остальная часть публики, ну, вообще, где? И родители там были, и учителя. И после этого ко мне, ну, подходит тот человек, который меня заказывал, и говорит, мол, ну, вы ужасно провели этот праздник, сказала она мне. А я ей пытался объяснить то, что этот, ну, колонка у вас не тянет на этот праздник. Пытался ей объяснить. И после этого она сказала, короче, я урезаю ваш бюджет, ваш чек в 2 раза. А договора не было? Договора не было, на словах. Это же старый. Да. И дала мне 4000. Я посмотрел ей в глаза и сказал, забери обратно эти ваши деньги с плохой акустикой. И пошел. После этого, конечно, у меня в те времена вообще денег не было. Типа, ну как не было? Можно понять по этому. Купить, ты думал в то время, купить этот Зеву или купить набережные Челны? Если такой вопрос стоял, то с деньгами, конечно, туго было. Но гордость была важнее, и я не взял эти деньги. Вот, красавчик. Но сейчас жаль, конечно. Жаль, конечно, этого добряка. Сколько зарабатывает Борислав? Типа в месяц-то? Можно так сказать. Ну, когда как, наверное. У тебя реклама, все такое есть. Ты там больше зарабатываешь, чем на свадьбах? Наверное, нет. Наверное, все равно. Основной упор свадьбы, да? Да. Основной свадьбы и концерт, которые сами делаем, тоже приносит это довольно-таки хороший доход. И сейчас YouTube помогает. А YouTube монетизировал, да? Ага, ну, со спонсорами, партнерами. Ну, сложность в том, что их надо искать, им надо продавать видосы и так далее. А какая у тебя машина? Машина NX, Lexus NX 2019 года. Когда взял? В 2022 году. Это мы заказали эту машину через Японию после свадьбы. У нас до этого была машина Leon 2008-го. Leon продали, и на эти деньги, накопленные деньги и плюс деньги от свадьбы мы положили, ну, сделали подарок себе свадебный. И эта машина к нам приехала через 6 месяцев где-то, через 5 месяцев. Очень долго ее ждали. Вот, кстати, о свадьбе твоей. Она прошла очень круто. Спасибо. Все ли понравилось-то? На моей свадьбе? Да. Ну как, ну смотри, я сначала сидел на своей свадьбе как организатор и ведущий. И в какой-то момент, ну, моя жена очень мудрая, вообще шикарная девушка, она очень мудрая, она говорит всегда очень честно и вообще прямо в глаза. И я ее пытаюсь слушать, пытаюсь. И она сказала, в какой-то момент, мне не понравилось то, что мой лимонад растаял. И это было только начало нашего праздника. Ну, мы же их покупали, на самом-то деле. Мы их покупали за деньги, никакой скидки не было за партнерство там и так далее. Мы покупали и приходим там, лимонад другой, там все растаяло, и он очень теплый. А я хотел пить холодную воду, типа такого, после жары. И я как-то начал головой там трясти, наверное. Нервничать, да? Нервничать, значит. И плюс к этому ведущие всегда смотрели на меня. Ну, типа, что-то говорили, потом на меня смотрели. Типа, смотрели за моей реакцией. Координаторы тоже. Ну, поэтому это потому, что, наверное, я как-то сердито сидел, и они все равно загоняли же мысли, где это из-за меня, это из-за меня. Потом жена мне сказала, типа, ударяла в бок. Расслабься, да? Да, пулер тут ходил. Я послушался, и после этого уже стал кайфовать, наверное, в моменте. Но я кринжевал по поводу еще... на моей свадьбе, когда все уже прошло, не хватало еды и напитков. Да? Я как-то посчитал, что этого недостаточно, где остальная часть еды, напитков.
Зашел в банкетный зал, спросил у официантов, они сказали, ну все, мы все разложили, выложили. Я как-то этот не поверил, зашел дальше и там нашел. И притащили. Ну, там маленькие такие притирки были. А так, ну, сама свадьба. Ну, вообще нужно сказать, что для своих молодоженов на свадьбе нужно гулять и кайфовать, а не вообще сидеть сфокусированно на гостей там и так далее. Нужно просто кайфовать и абстрагироваться от происходящего. Ну, как абстрагироваться от именно мелочей неприятных. Пусть там организаторы сами разберутся. Потому что есть ответственные люди, чтобы на завтра можно было с ними поговорить. А почему у нас лимонад вырос? Что бы ты изменил тогда? На свадьбе? Изменил бы лимонад. Но я поменял бы... Ну, что поменял бы? Ну, сейчас прям так... Ну, мы вот с женой разговаривали именно на эту тему, и сейчас у нас в планах... Но она хочет еще раз почувствовать... Ну, и не только она, я тоже. Я хотел бы почувствовать именно тоже нашу свадьбу, и мы хотим вот на пятилетие тоже сделать такой вечер. А так поменять хотели бы, наверное, ну прям такого кардинальных изменений вроде бы нет. А сколько дней она шла? Вот, я помню, там несколько дней, да? То сначала выездная церемония, ЗАГС в день свадьбы был? Нет. ЗАГС в другой день, плюс свадьба, вот свадьба в один день, еще Бигерем, наверное, в другой день был. Да. Сколько дней было? Мы, короче, как было у нас? Мы 1 июня зарегистрировали наши отношения. Это было только 1 июня. 1 июня чисто вдвоем поехали, подписали, там что-то нам начитали, подписали и ушли, отпраздновали чуть-чуть. Потом на 2 июня у нас было венчание, регистрация брака именно вместе с гостями. Где? Церемония в лесу. Ага, церемония в лесу в Хангаласском районе. Там порядка типа 30 человек. 3 июня у нас была свадьба непосредственно. Но мы уже готовились, не суетились, потому что ЗАГСа не было и венчания тоже не было. И 4 июня у нас был этот автопати Бигеря. 4 дня. 4 дня, оказывается. И считаю, вот на следующий день у нас была свадьба друга после нашего Бигеря. И там сидели вот разбитые весь день. Автопати где был? Автопати было на даче у Тараса. Да, круто прошло. Круто прошло. Это все, ну, было классно. И как подсказка хотел бы для молодоженов сказать то, что, ну, автопати тоже пытайтесь организовать не в день свадьбы, а на следующий день. Потому что если вы организовываете Бигерем в день свадьбы, то велика вероятность того, что вот некоторые гости с вами же вместе ходят вот целый день с 10 утра, некоторые вот начинают выпивать с 10, и их вообще не остается. И там, конечно, если человек сильно пьяный, то есть вероятность того, что там будут какие-то перетирки, где какая-то агрессия будет. Олеген лучше, пусть они уйдут, поспят, и на завтрашний день уже күле-күлягат. Чьи фотографии больше понравились, Макса или Пермякова? Атын тохте кайбы, как фотограф, ну, я знал, как Махса фоткает. Я прям со студенчества мечтал, чтобы он нас фотографировал, но был на моей свадьбе, и я удовлетворен его работой. Но посмотрев на фотографии Максима Пермякова, я увидел себя в другом цвете. Оказывается, и я могу так фоткаться, типа, и оказывается, у меня могут быть такие, типа, фэшн-фотки. Но оба красавчика, а так, ну, фотки Пермяка, наверное, ну, на меня больше повлияли. Потому что был в другом амплуа совсем. Тебя по паспорту зовут Борис. Почему Борислав? Ну, эта история такая длинная, сложная. В общем, меня сначала назвали Бориславом. Оказывается. Да? Ага, в свидетельстве о рождении было написано Борислав, но все меня звали Борисом. Потом где-то, ну, когда вот получаешь паспорт в 14 лет, я сам не ездил в паспортную. Мы должны были поехать на соревнования, и у меня тренер там подсуетился, и там сделали задним числом за меня.
поставили там регистрацию там и так далее. И там по ошибке, короче, вместо Борислава написали Борис. И все, после этого все документы там и так далее, Борис. Но сейчас хочу поменять, но потом тоже волокита, есть такая бюрократия, очень много документов нужно будет поменять. Каким спортом ты занимался? Я занимался... И какие достижения? Я занимался до 2021 года масс-рестлингом. Являюсь, если среди юношей взять, являюсь чемпионом республики по масс-рестлингу, или являюсь абсолютным чемпионом республики среди детей. Выигрывал игры Манчары, тоже среди детей. Там среди юниоров что-то выигрывал. России участвовал, тоже призером был. И последнее такое хорошее достижение — это в 2019 году стал чемпионом республики среди мужчин в категории 80 килограмм. И являюсь мастером спорта по масс-рестлингу. Сейчас занимаешься спортом? Сейчас нет. Никаким? Сейчас нет никаким вообще. Просто... Времени не хватает, да? Нет, время есть, просто у меня же эта травма была в 2021 году. И я там порвал задние части мышц бедра. Там есть 3 мышцы, которые порвались, и их оперировали. Там пришили, короче. И после этого я восстанавливался где-то год потом. Сейчас как масс-рестлингом заниматься? Там это не олимпийский вид спорта, его не поддерживают именно материально, в финансовом плане. Победителям, чемпионам мира не дарят квартиры, не дарят машины. И когда меня хирург оперировал, я лежал на животе, он меня там раскрывал, открывал, оперировал и спрашивал, твой самый лучший приз, назови, пожалуйста, говорил. Я ему сказал участок, где в городе, в Сатале, там в Тускуле. Нет, я говорил, в Немигюнсах. Он сказал, это, наверное, бесплатное место тебе дали. Потом что у тебя есть? Говорю, 50 тысяч было. Ага, еще, ружье было там, еще там микроволновка, якутские ножи там и так далее. И потом говорит, все, И из-за этих 50, в сумме где-то 150 из 150 тысяч ты сейчас лежишь под ножом. Я бы понял, если бы ты занимался там боксом, бегом, там, вольной борьбой и так далее. А сейчас ты будешь, когда ходить в туалет в 70 лет, ты меня вспомнишь, говорит, и вспомнишь свой вид спорта. Ты не будешь садиться нормально, говорил. Он смеясь, конечно. А ты там задумался? Да, я уже, когда после операции приходил в себя, я уже задумывался по этому поводу. Очень много времени отдаю, по 5 часов в день, 6 раз в неделю. Это получается в неделю 30 часов. И там, нет работы, ведущий, да, и то, бар, хох, и денег не хватает, и начал по-другому двигаться уже. А хотел бы себя попробовать в ММА? В ММА? Нет, наверное. А в каком виде хотел бы попробовать? Я мечтал участвовать на играх ДГН, по идее. Ты не участвовал, да? Я пытался участвовать в этом. На отборочном этапе участвовал, занял то ли 5-е, то ли 6-е место. Это когда в 17-м, что ли, году. Но в то время я был больше, чем сейчас. Я весил где-то 100. А сейчас? Сейчас, 85, наверное. Боевой вес тогда был 90. Я был больше, чем в студенчестве, чем сейчас. А где ты учился и работал до того, как стать ведущим? Я сам учился в Северо-Восточном федеральном университете, финансово-экономический институт. ФИИ закончил, потом, это бакалавр был, потом у меня есть магистратура, тоже магистерскую диссертацию сделал. Это был Институт языков культуры народа Северо-Востока Российской Федерации, вот так называлось наше направление, наш институт. Это ЕКН. Якутский язык? Да, по направлению культуролог. Но это, как сказать, там я это вообще нигде не афиширую, потому что после бакалавра призывали в армию, а я вообще с детства не хотел ехать в армию, потому что думал, что год теряется. И я жил сам в интернате 3 года, так что знаком с мужской аудиторией, с публикой, как живут вообще мужчины вместе. Олеген, ФИИ меня не взяли. Там взяли очень много ЕГСХшников в это время, потому что ЕГСХ закрылась именно филиал экономики там и так далее. Мы там еще очень долго ругались, потому что вы же выращивали кадры 4 года подряд, и после этого не берете их на магистратуру. Это как вообще понять, где логика? Потом я запоздал, и осталось несколько факультетов, институтов, и я выбрал ЕКН. Еле прошел и закончил. А так до этого работал, много где работал.
Знаешь легендарного Семена с автовокзала? Нет. Типа, те симпатичный ублюдок, который индиркины. Табалар, ханнавар, говорит, табалар, индиркины баханда. Это администратор, диспетчер грузчиков. Я 3 года работал грузчиком с 9 по 11 класс каждое лето. Прошел этот, но очень пыльные работы там. Очень много шрамов есть от профлистов. Работали целый день, получали 1800 рублей. Я был очень счастлив в это время. И, с 8 что ли, класса, вообще с детства сам на себя всегда работал. Всю одежду, все почти, еду там и так далее. Вот банкетный костюм сам себе купил. За ничего себе цену. За 20, что ли, тысяч рублей. Ничего. А так работал еще в НВК Саха, кстати. А кем там работал? Там работал ведущим. Было несколько передач. Раз, два, три. И самая хорошая передача была «Сангакюн», «Новый день». Это с 7 утра там до 9 утра. У тебя прямой эфир, 2 часа. И ты должен встать где-то в 4 утра. В 4 утра просыпались, за нами выезжали, перевозили. И ты должен был настроиться на 2-часовой прямой эфир. Но эта работа была плоха тем, что там, во время прямого эфира у тебя есть ноутбук и есть веб-WhatsApp. И там, люди пишут, типа заказывают какое-то поздравление, там музыку там, и так далее. И очень много хейта было. Да? Не только в адрес вообще ведущих, а вообще, типа, мол, не такие вот эти рассказываете, там, не такие хорошие новости и так далее. И вообще, ладно, иногда была какая-то нормальная критика, конструктивная критика по поводу того, что ведущие используют какие-то слова-паразиты именно от русского языка. Иногда были просто такие не по факту, оскорбления. Борислав Чумо. Типа такого. Да, и ты заходишь, смотришь на их аватарку, и там типа бабушка, и они в статусах типа «Я бабушка 7 прекрасных ангелочков» и так далее. И вот такие люди писали. Борислав, ты типа «Ширей марбавай, эвитер сиреющий баттау гухамбай, илита гухамбай», там. Типа такого, вообще, ладно. И я там отработал, 1 сезон, это было ковидное время, лето. И после этого я, где-то отработав месяца 2, обнаружил у себя на лице первые морщины. Потому что был конкретный недосып в течение 3 месяцев. И я уже как-то отказался в иглах. После этого сейчас в НВК уже не работаю давно. Был хороший опыт, Ты снимался во многих фильмах. Но меня интересует один директор. Давай сначала так. Что сложнее, быть актером или ведущим? Конечно же, актером, наверное. Потому что, когда ты ведущий, у тебя есть прямой эмоциональный отклик от зрителей. А если ты актер, то у тебя есть только камера. И люди, которые ставят свет, гаферы там и так далее, они не должны издавать ни звука. И поэтому ты сам собой там типа демонстрируешь свои навыки. Я не позиционирую себя как актер вообще. Но просто приглашали несколько раз. И я в скольких фильмах снимался-то? 4? 15 күн снимался, там пригласили. Там были вместе. Там была массовка. Экспедиция, там тоже приглашали. Это была главная роль. И но там типа приглашали, и типа кастинг тоже прошел. Но там сколько? 100 что ли человек были на кастинге и взяли. И был Сулус, который... Легендарный. Легендарный фильм. Я смотрел этот фильм. Смотрел, да. От начала до конца. 2 раза еще. Я даже сам не досмотрел. Но я видел этот... Вообще, это как история была? Ты слышал эту историю, как я туда попал? Расскажи. Это был 2013 год. У нас была подруга, которая снималась там в главных ролях. И она сказала, что она хочет сниматься в фильме. И где-то мы в то время увидели, либо в газете, либо где. Увидели там, были эти колонки с объявлениями. Типа, объявляется кастинг на фильм легендарного Николая Донского. И я пошел в качестве группы поддержки. У нас было 2 пацанов и 1 девушка.
просто вместе с ней сходили. И там что было? Короче, ее сразу практически утвердили вроде. И там этот вышел, Убайка Донской вышел. И там была квартира, квартира. Вместо штор там газеты стояли. И вышел, он с сигаретой был. И с такой вот стереотипной этой фуражкой режиссера, типа шарфиком и так далее. Вышел, посмотрел на меня и сказал: хочешь стать звездой? Ну, я был парень, вообще в детстве я был парень вообще без комплексов, с высокими амбициями. У меня юношеский максимализм был вообще вот на максимуме. Я считал, что я самый красивый, я самый сильный, я самый спортивный и так далее. Я сказал: давай. И мне дали какой-то текст, сняли на камеру. Я проговорил, и они сказали: давай, покажи нам, как надо быковать. Типа, ты такой спортивно сам уложен, давай покажи. Я там сказал пару слов, типа, да, и они сказали: ну да, принимаем тебя. Сразу ответили, и через неделю, что ли, нас пригласили в Тулагино. Мы там ночевали 2 сутки вроде. И меня снимали вообще очень коротко. Очень коротко. И во время съемок я уже прочухал, что это нехорошее кино, так скажем. И я свалил по-быстрому. Не доснялся до конца. Потом меня приглашали на озвучку, на дубляж. Я тоже вообще проигнорил. Сказал, что меня удалите там и так далее. Они этого не сделали. И когда мы перешли в первый курс, уже осень 2013, вот считай, они в июле месяце где-то сняли, и уже в октябре где-то показали, вот считай, за 2 месяца все смонтировали, сделали. И мы проходили мимо кинотеатра Лена, и там стоит вывеска «Сулоц». Я же начал форсить эту тему во время КВН. Там показывали, народ хавал очень жестко. А сколько заплатили за фильм? Нет, не заплатили. Там доширака давали, все. И пряники. И Кнут получил потом, вот. Сейчас вот за это отплачиваюсь. Да, был очень-очень, наверное, такой ужасный, плохой опыт, который... сейчас на нервы играет, когда... ладно, знакомые люди, друзья там тогда подшучивают иногда, а так вообще, когда вообще незнакомый человек там, типа, говорит, какой ты Гриша там и так далее. Задевает. Я пытаюсь как-то абстрагироваться, но все равно. Я же не хотел, я им пытался объяснить, что это нужно удалить, там, не надо меня соединять в этот фильм. Но они этого не сделали. Ладно, это легенда есть легенда. Ты участвовал в «Мистер СВФУ». Какое место занял? 2-е, почти. Да? Почти победил. Еще участвовал в конкурсе? До этого участвовал в «Мистер Нью-Мюгю» где-то 2008 что ли года. «Мистер Нью-Мюгю», у меня там комплексы появились первые, потому что мы состязались вместе со старшеклассниками. Я был где-то 8-й, что ли, 7-й класс. И говорю же, я считал себя самым красивым парнем. И там, купили одежду жителей этих Средней Азии, у кыргызов, там какие-то вот кофты, типа обманки, вместе с рубашкой, вместе пришитые, и с надписью «Style». И был, момент спортивный или что. Там дефиле проводили, и у меня была белая футболка, и она была облегон. Облегонская белая футболка. И я в это время начал качаться хорошо. И в своем возрасте я оказался старше на 4-5 лет точно. И когда я подошел к концу этой сцены, я сделал, должен же сделать демодель, какое-то движение фирменное. И я сделал вот так, я начал показывать свои крылья, которые, они еще не крылья даже. Вот. Я начал показывать, с такими пальцами. В то время Криштиану Роналдо, была фотка у Криштиану Роналдо, вот так стоял он, и у него громадная спина была. И на первом ряду сидели эти старшеклассники, 11-классники. И они, указывая на меня, они жестко угорали это. И каждый день, когда я их встречал, они показывали: да, брат, о, жестко деньги. И с этого дня у меня, наверное, появились комплексы сначала. Я это даже в 6-м, что ли, классе, после просмотра фильма «Шаг вперед», я поставил танец. Вот помнишь легендарный танец «Вместе с дождем»?
Типа и момент, когда вот этот... Смотрел, да, «Шаг вперед»? И там у меня был друг, мы с ними репетировали вместе, и тоже в день отказал, короче. Это было тоже школьное мероприятие, типа звезда и некуда, 2 звезды там и так далее. А я что сделал? Я вышел и сам показал этот танец в одиночку в соло. И там тоже жестко угорали, а я кайфовал. Кем ты себя больше позиционируешь? Актером, блогером, ведущим? Ну, как ты, наверное, заметил на своей... Или спортсменом, вот. Как ты, наверное, заметил в своей Инстаграм-площадке, я вообще не позиционирую себя как ведущего. Я вообще не выставляю никаких, практически не выставляю никаких кадров. Ну, у тебя другая страница. Да, другая страница. Я специально создал другую страницу, чтобы не написать, типа, Борислав, Тамада, Якутск, типа такого. Больше позиционирую, наверное, как общественного какого-то человека, общественного деятеля. Общественный деятель. Общественный деятель. Тогда будем тебя так назвать. Может быть. Ну, как спортсмен уже не тот, сейчас уже только вспоминаю. Больше как фрилансер, да, который тоже хочет чего-то добиться, заработать деньги и жить нормальной жизнью. Так. Веришь ли ты в потусторонние силы? Допустим, гул земли. Айхан, да? Айхан, Юшка. Ага. Я, короче, очень восприимчивый вот к этим моментам. И я всегда верил в чудо, я верил в бумеранг. Я верю, что по заслугам все идет и так далее. Карма. Карма, да. Что карма есть и так далее. И в детстве там видел какие-то разные вот абаги, ичилер и так далее. И когда-то как-то раз вообще там сидели и вместе со своим соседом смотрели такие, типа, видосы. Типа топ-15 странных явлений мира и некуда. Зарегистрированных на камеру и некуда. И что-то послушали про гул земли, короче. Где-то, не знаю, в Турции, что ли, или где был гул земли, там появлялось на небе, короче, было кольцо, оно светилось и издавало звук жесткий. Мы посмотрели этот видос ночью перед сном и пытались заснуть, короче, этой ночью. И слышу прям идентичный звук. И начал будить своих соседей. Гул земли, гул земли, гул земли. И мы это выложили. На своей странице я выложил там. И были люди, которые поверили, и были люди, конечно же, не эти. Сказали, что ты дурачишься, там, придурок тебе. А оказалось так, что там на асфальте идут ремонтные работы. И очиститель асфальта, что ли, или что там, с бетонами там что-то, звуки сдавал, и похож был на этот гул земли. А ты сам верующий человек? Верующий в плане, наверное, я как якут, как саха, не как юга, как саха, верю в природу, верю в вайылға, итчеденгер, бартери тайвина. И вот эти сертом, оладушки, разговоры с предками там и так далее. Но это на практике есть у нас. Какие у тебя планы в дальнейшем? Кем ты хочешь стать в будущем? Когда я начинал только проявлять себя как ведущего, это мне было 20 лет. 20 лет, сейчас 29. И когда я начинал, 20 лет, я обещал себе, говорил остальным, что я должен быть ведущим до 30. До 30, и после этого я уже, не буду в этой работе работать. И сейчас, когда этот отрезок очень близок от меня, я уже в раздумьях. Но да, не хотелось бы до конца, до выхода пенсии быть ведущим. Сейчас хотелось бы открыть что-то свое и этим кайфовать, этим жить,
открыть совместный какой-то совместный бизнес с женой и это дело развивать. Ну, но в планах есть некоторые детали, моменты, идеи, и я надеюсь, и мы надеемся, что они воплотятся в жизнь. Удачи. Ну, спасибо. Но потом после, типа, 20 лет будет тоже на подкасте сидеть и, типа, говорить, да, сейчас нынешняя молодежь очень плохо себя ведет. И напоследок, ты смотрел подкаст Нестерова, в конце он сказал, что молодожены должны выбирать тебя. Почему молодожены должны выбирать тебя? Обратись к ним. Обратиться к молодоженам? Ну вот со своей саморекламой у меня проблемы почему-то. Что я могу сказать, чтобы они выбрали меня? Ну, если вы выберете меня, то со 100% уверенностью можете мной гордиться, чувствовать. Можете быть уверенными в том, что ваш праздник пройдет весело, задорно и именно правильно структурированно. Я очень брынчик этих камней, и по сценарию, по таймингу, и я стараюсь именно для молодоженов. Ну вот обязательное условие. Есть ведущие, ну я тоже не буду называть имена, но мне говорили, что есть ведущие, которые вот у нас до окончания праздника остается 15 минут, 10 минут, и на очереди стоят СДЕ, на очереди стоят благодарности родителям, ответные условия и так далее, а ведущий ведет свою игру, чтобы запомниться потенциальным клиентам. У меня такой роскоши у меня нет. Если у меня по времени не хватает, то я обязательно все равно выделяю время для молодоженов. Именно, чтобы поставить, правильно структурировать свадьбу, а не свою игру. Ну зачем, Диана? И я считаю, что игры — это не важно на свадьбе. И важна атмосфера. И важны вы. Тебе спасибо, что пришел на подкаст. Думаю, получилось вообще круто. Будет очень интересно. Тоже надеемся. Спасибо, что позвал. Удачи тебе.